Визит абхазской делегации во главе с президентом Асланом Бжани был приурочен к столетию со дня образования Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республики, республики Адыгея и празднованию годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Одна из главных целей – встречи с ветеранами-добровольцами северо-кавказских республик. В составе делегации руководитель администрации президента Джансух Нанба, председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба, министр культуры Даур Кови, депутат парламента Леонид Лакирбая. Главный редактор журнала «Школы Абстазарей», заместитель руководителя благотворительного фонда «Помним» Ляля Чамагуа, советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисма Каджинджал. Герой Абхазии, вице-спикер парламента Фазлы Биавицба по состоянию здоровья не смог принять участие в поездке. 6 сентября делегация прибыла в город Черкесск. 7 сентября президент Аслан Бжани встретился с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым. Уважаемый Сан Георгиевич, я очень рад вас приветствовать на территории Карачаево-Черкесской республики. Для меня лично большая честь, то, что сегодня наша братская республика Абхазия в этот день, в празднование столетия республики, и ее президент находится здесь, в такой представительной делегации. И у нас братские народы, нас очень много что сближает и объединяет, и я уверен, что сегодня для жителей республики это будет, конечно, таким тоже большим подарком, что в этот день вы вместе с нами. Спасибо. Уважаемый Рашид Бориспевич, я, пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за приглашение. Я с большим удовольствием приехал в вашу прекрасную республику к своим братьям. Нас связывают кровные узы. Мы представляем, по большому счету, один народ. И быть сегодня в этот праздник рядом с вами для меня огромное удовольствие. Отслеживаю события, которые происходят здесь. Видим, как республика динамично развивается, как вы и ваша команда установили здесь прочный межнациональный мир, что очень важно. Я вот вчера общался с представителями вашей команды и получал удовольствие от общения с ними. Я вас хочу с этим праздником поздравить. Хочу поздравить многонациональный народ вашей республики и пожелать всяческих успехов. Абхазия такая же ваша родина. Всегда ждем вас к себе в гости. Спасибо большое. Дамасская сталь. Вот это вот вам на память о нашей встрече. Спасибо большое. Далее абхазская делегация во главе с президентом возложила цветы в парке Победы в городе Черкесск, к братской могиле мемориала «Огонь вечной славы» и к памятнику советскому солдату-победителю, мемориалу погибшим, пропавшим без вести и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. Далее президент и члены делегации посетили фабрику по переработке шерсти и производству трикотажных изделий в Черкесске «Вулкам». Завод является одним из крупнейших в России. Уникальность производства заключается в том, что на предприятие поступает не мытая шерсть, а выпускается готовое трикотажное изделие. Специалисты рассказали главе государства о использовании инновационных технологий, специализирующихся по полному циклу переработки шерсти. Затем абхазская делегация во главе с президентом встретилась с председателем Высшего Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусой Экзековым. Столетие республики Япхилата Гургера Хмара Вянла Ханна Яла Ферхат. أنشدكم شو زرازخات بزلا في عباد حشو
يحربوش داوي شاح يشتي واشنطن شرقي عم شامليس شعب ساد داوي شبشات واسا وغرحمة. Добро пожаловать. Очень рад видеть вас. Искренне, от всей души. Георгиевич, давно ждали. Очень, как говорится, рады, что приехали. Особенно в такие праздничные для нас дни, знаменательные даты столетия Карачаево-Черкесской Республики. И мы надеемся, что мы сможем передать вам много хороших, добрых эмоций, много хорошей информации. И мы заложим еще больше фундамента в наши возможности по развитию социально-культурного направления. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития и сохранения абхазского языка, поддержки и реализации культурных, научных и спортивных проектов. Глава государства отметил, что наша культура – это большая роскошь, которую необходимо сохранить, несмотря на сегодняшнюю обстановку в мире, где много угроз. 8 сентября во второй половине дня в Черкеске состоялся концерт, посвященный столетию со дня образования Карачаево-Черкесской Республики. Аслан Бжани поздравил народ Карачаево-Черкесии с праздником. Уважаемый Рашид Бориспиевич, уважаемые присутствующие, поздравляю вас и многонациональный народ Карачаево-Черкесии со столетием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, вместе с вами. 12 января 1922 года является важной датой в судьбе одного из красивейших регионов Северного Кавказа с его величественными горами, чистейшими реками и озерами. Сегодня Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее. Республика добивается отличных результатов в развитии социально-экономической сферы, что не может не радовать и не вдохновлять Абхазию, как вашу братскую республику. Вы по праву можете гордиться родным краем, древней самобытной культурой живущих здесь народов, именами предков, вошедших в историю Отечества. Что очень важно, Карачаево-Черкесия, активно развиваясь, бережно хранит свои традиции и культуру. Находясь здесь, я особо хотел подчеркнуть, что народ Абхазии с глубоким уважением чтит память воинов-добровольцев, вставших на защиту нашей страны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы благодарим каждого, кто оказал нам помощь и поддержку, и хотим, чтобы вы знали, что наша республика всегда открыта для вас. Я искренне хочу пожелать вам успехов, процветания, мирного неба и плодотворной работы на благо республики и всего народа Карачаево-Черкесии. С праздником! Благодарю за внимание. С праздником Карачаево-Черкесский народ поздравили главы северо-кавказских республик. В большом ярком праздничном концерте приняли участие звезды российской эстрады Зара, Баста, Стас Михайлов и другие, а также танцевальные и спортивные коллективы. Сентября абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжани возложила цветы к памятнику добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия, и памятнику юриста, политика, защитника национальных интересов народов Кавказа, выдающегося адыга Юрия Калмыкова. Он возглавлял Международную черкесскую ассоциацию, был председателем Конгресса кабардинского народа. Именно эти две организации и лично Юрий Калмыков сыграли огромную роль в поддержке, которую братский северокавказский
кавказские народы оказали Абхазии во время Отечественной войны. Затем глава государства и члены делегации посетили школу в ауле Каропаго, образовательный комплекс, включающий в себя школу и садик. Учреждение по решению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова носит имя первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Аслан Бжания посетил урок абазинского языка. Избез пышт нахид, тешезник геогразгет, шараш республика, че атагла заша, шьяшо и шибзио, хаацара, шачу. Харазихун апсны, инхо хава айвлер, разихун, шаре харе, хахадзам, айлых хамадзам, хамилат хакоб, убрианты вдир возрастахуб, хаймедраква, ити гирит сахцалоб. Шнухазад, Аншилб Хашимазад, Ус Бзила Хабха Хайкшо, а тогда Зашан Саду Яхана Ишат. Сехзала Яша, Абриахамта, Шестер Стаху, Абратва, Апсва, Саха Тиху Иус, Тимурайтва, Абриахучкайр Бала. Далее глава государства и члены делегации возложили цветы к могиле кавалера ордена Леона, добровольца Отечественной войны народа Абхазии Мусы Даурова. Во время грузино-абхазской войны Аслан Бжания служил в органах госбезопасности Республики Абхазия и по долгу службы часто встречался с Мусой Дауровым. Это была бригада из военной разведки и службы безопасности. В состав этой группы входили Аслан Бжания, Закан Матуа, Борис Лакритава и я. Многие документы сохранились. Сейчас в архивах службы безопасности документы сохранится. И мы выполнили эту задачу. И в ходе работы совместной я для себя узнал много своих товарищей. Я становлюсь Закана Матуа и Бориса Лакритава. Сегодня, к сожалению, Закана Матуа нет. Земля ухом. Мы его помним. Но встречаясь вот так сегодня с Борисом Лакритавой, с Асланом Бжанием, мы вспоминаем эти моменты. Мы были лично знакомы. Муса Дауров внес большой вклад в освобождение нашей Родины. Он откликнулся на эту беду и был достойным воином, защищавшим свободу народа Абхазии. В период войны мы как раз-таки познакомились с ним. Я имел счастье бывать у них в доме, приезжал сюда по служебным делам в это непростое время. И после завершения войны Муса всегда внимательно относился к тем процессам, которые происходили в Абхазии, сопереживал, подсказывал, бывал часто. Вот такая история связана с ним. Мы сожалеем, что его нет рядом с нами. Он прожил короткую, яркую жизнь, но хотелось бы, чтобы, конечно, такие люди долго были с нами, но Господь решил по-другому. В декабре 1992 года Дауров возглавлял военную разведку Восточного фронта. С 1992 по 1995 был начальником отдела Министерства обороны Абхазии. Получил воинское звание полковника. За заслуги перед Абхазией награжден орденом Леона. Мусы Абдуллаховича не стало в июле 2022. Далее глава государства встретился с активом Абазинского муниципального района, общественностью и добровольцами из Карачаево-Черкесской республики. Главная цель – обсудить намеченные цели и существующие проблемы, а также программы в области развития языка и культуры. Встреча началась с церемонии награждения. Указом президента за заслуги и вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» было присвоено министру культуры Карачаево-Черкесии Зурабу Агербову. За вклад в развитие хореографического искусства, популяризацию культуры народов Кавказа почетное звание «Заслуженная артистка Абхазии» было присвоено Алине Тарасуновой. Во второй половине мероприятия Аслан Бжания ответил на вопросы собравшихся. Еще десного Растахуп, а ходу, Шишуксов Республика Хахатыз, Хабха Ансаду Сихот, Ам Табзе, Айцар, Апепш Бзе, Милат Лайхаур. Я должен был приехать
к вам раньше. В силу известных обстоятельств это не представилось возможным. Были ограничения, связанные с ковидом. Поэтому поездка в Карачаево-Черкесию, она состоялась по прошествию 2 лет. Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия в области культуры, экономики, туристической сферы, создания совместного информационного портала и ряд других важных тем. Далее Аслан Бжаниев встретился с добровольцами из Карачаево-Черкесской республики и матерями воинов, сложивших свою голову за свободу и независимость Абхазии. Глава государства поблагодарил собравшихся за вклад в победу Абхазии и самоотверженный подвиг. В ходе встречи Аслан Бжани ответил на все интересующие добровольцев вопросы. 10 сентября абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Кабардино-Балкарскую республику. Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани прибыла в Кабардино-Балкарскую республику. Главу государства встретили национальными песнями и танцами. В Доме правительства Кабардино-Балкарской республики в режиме видеосвязи состоялся разговор Аслана Бжани и главы КБР Казбека Кокова. Беседа проходила в онлайн-формате, так как по состоянию здоровья Коков не смог на ней присутствовать. Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей по целому ряду направлений. Это для нас важно с любой точки зрения. А главное, это нам по душе, потому что отношение с Абхазией, ее народу было и остается, и уверен, так будет и дальше, по-родному исключительно братское и теплое. Искренне хочу пожелать народу Абхазии под вашим руководством мира, процветания, благополучия. Еще раз от всей души приветствую вас в Кабардино-Балкарии и желаю, конечно же, приятного пребывания. Я очень рад быть здесь сегодня вместе с вами. Вы знаете, хотя мы с вами лично не знакомы, несмотря на это, у меня ощущение, что я нахожусь у себя дома, у родных. Мы высоко ценим вклад в независимость наших братьев из Кабардино-Балкарии. Это никогда нами не забудется. На этих примерах мы воспитываем своих детей. На этом мы будем строить наше совместное будущее. Еще раз желаю вам крепкого здоровья и жду с нетерпением нашей с вами личной встречи. Далее абхазская делегация во главе с президентом почтила память человека, который стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Он сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для Абхазии годы. С первых же дней войны он обратился ко всем с тем, чтобы оказать всемирную поддержку республики. За заслуги перед Абхазией Шанибов был удостоен почетного звания Героя Абхазии, а в 2011 году награжден орденом Акзябша второй степени. Муса Шанибов ушел из жизни в апреле 2020 года. Народ Абхазии заявил желание собрать средства на установку памятника и обустройство могилы выдающемуся общественно-политическому деятелю. От благодарного абхазского народа, гласит надпись, высеченная в мраморе. Абхазский народ должен знать, что сейчас для народов Кавказа нет важнее проблемы, чем победить здесь, нам, в Абхазии. Абхазский народ должен знать, что воле Всевышнего на плечи этого народа выпало не только защитить себя, проблему собственной защиты, но и защиты интересов всего Кавказа. И поэтому лучшие дети, лучшие сыновья Кавказа находятся здесь. Мы Абхазию должны сделать Швейцарией Кавказской. Самое великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. В 1989 году, когда раздался этот стук,
что малым национальностям придется объединиться, иначе их раздавят. И этот рук раздался, и именно это была мысль великих мужей абхазского народа, те, которые к нам обратились, и мы поняли, и приехали сюда, и провели эту ассамблею. Но то, что мы сделали, и эти наши фестивали, наши встречи, наши контакты, все, что мы сделали, ну, чтобы их оценить, понимаете, нужен был какой-то вот индикатор, какой-то, через который можно было это определить. Собственно, до 1989 года я знал одного живого абхазца. А теперь единственное, где я могу быть, кроме Кабарды, и забыть Кабарду, это Абхазия, это вот здесь. Там, где я чувствую, что я дома. Далее члены делегации возложили цветы к могиле видного государственного и военного деятеля, бывшего вице-премьера, министра обороны Абхазии, героя Абхазии, кавалера ордена Акзябша первой степени, генерала-лейтенанта Султана Сосналиева. Султан Сосналиев после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992-го возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие нам на помощь. Вместе с Сосналиевым на защиту Абхазии пришел и Мухаммед Кушхов. Он был одним из первых добровольцев из Кабардино-Балкарии. За заслуги перед Абхазией он удостоен звания Героя Абхазии. Вместе с Сосналиевым он прорывался через грузинские кордоны. К ним присоединился и сын Кушхова Ахмед. Они геройски отстаивали свободу и независимость Абхазии. Мухаммед Кушхов ушел из жизни в празднование 26-й годовщины победы и независимости в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме. Члены делегации почтили память Заура Налоева, ученого, писателя, общественного деятеля, классика адыгской литературы, который тоже пришел на помощь абхазскому народу в тяжелые дни. В Нальчике под руководством Налоева и Калмыкова был развернут штаб по оказанию гуманитарной помощи Абхазии. За заслуги перед Абхазией Заур Налоев был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия». Абхазская делегация почтила память кавалера ордена Леона, кавалера ордена Акзябша второй степени, доктора исторических наук Баразби Гажнакова. В памяти абхазского народа Баразби Хачимович останется большим другом, отважным воином. Делегация во главе с президентом направилась на площадь Абхазии в Нальчике, где возложила цветы к памятнику добровольцам КБР, погибшим в грузино-абхазской войне. Глава государства встретился с добровольцами и матерями погибших воинов. Абхазия для вас всегда. Будьте здоровы, будьте счастливы. Все вам. Абхазская делегация почтила память первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, который также поддерживал Абхазию, организовывая сборы гуманитарной помощи и медикаментов. Затем глава государства посетил Национально-культурный центр Абхазия, который расположен в здании Кабардино-Балкарского аграрного университета. Проект направлен на межгосударственное сотрудничество в сфере культуры. Возглавляет организацию кандидат филологических наук, доцент Кабардино-Балкарского аграрного университета, кавалер ордена Акзябша третьей степени Инга Кацба-Кучапшева. Она ознакомила абхазскую делегацию с экспозициями, представленными в центре. В университете обучается немало абхазских студентов. И есть преподаватели абхазы. Далее президент встретился с добровольцами Кабардино-Балкарской республики. В начале встречи выступил первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Муаед Кунишев. Он отметил, что между Абхазией и Кабардино-Балкарией успешно развивается экономическое и научно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в сфере образования, расширяются гуманитарные и культурные связи. Затем состоялась церемония награждения за большой вклад в развитие, пропаганду, укрепление культуры и хореографического искусства народов Кавказа Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики Кабардинка указом президента был награжден орденом Акзябша третьей степени. Директор Национально-культурного центра, кавалер ордена Акзябша третьей степени Инга Кацба-Гучапшева зачитала обращение к президенту Абхазии Аслану Бжане. Уважаемый Аслан Георгиевич, разрешите от лица общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору в Кабардино-Балкарии,
Организации ветераны Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов поблагодарить вас за поддержку и помощь инициируемых и реализуемых проектов, направленных на продолжение конструктивного диалога между народами Абхазии и Кабардино-Балкарии. Каждый из нас знает, как вас заботит судьба Абхазии и будущее нашего народа. Уважаемый Аслан Георгиевич, являясь руководителем нашего государства, вы без устали трудитесь над сохранением и укреплением связи Абхазии с народами Северного Кавказа. Вместе с вами мы стараемся над тем, чтобы абхазское слово всегда звучало в Кабардино-Балкарии, а весь народ, в особенности юношество, помнил о нашем братстве. Вместе с вами мы верим в перспективу абхазского мира. В рамках встречи Аслан Бжания подчеркнул, что вклад добровольцев в победу и независимость Абхазии неоценим. Очевидно и известно всем, что мы представляем родственные народы, что мы очень близки друг к другу. И свидетельством тому, что мы близки, что наши судьбы переплетены, являются события 30-летней давности, когда молодые ребята, уроженцы Кабардино-Балкарии, стали грудью на защиту Абхазии. Это никогда никем не будет забыто. Это свято чтут абхазские семьи. На этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей, сказать огромное спасибо. Добровольцы поздравили народ Абхазии с наступающей годовщиной Победы и пожелали мирного неба над головой. Хотел бы от добровольцев и ветеранов войны нашей организации высказать благодарность, что не забывайте нас, ветеранов, добровольцев. В этом году мы, делегация добровольцев-ветеранов, посетили на 30-летие добровольческого движения в Абхазии. Нас необычайно хорошо встретили. Между этим ребята, которые добровольцы-ветераны со мной были, видели, что в этом году добровольцы из Кабардино-Балкарии больше и красиво везде показывали и на стендах, и на речах в зале. Мы это все заметили, и большое уважение, что мы, добровольцы и ветераны войны Абхазии, ниточка между Абхазией и нашей республикой. И эту ниточку надо держать, чтобы она не оборвалась. Аслан Георгиевич, на вас надеемся, чтобы эта ниточка стала хорошей веревкой. Хочу, пользуясь случаем, поздравить со столетним юбилеем народ Кабардино-Балкарии и поздравить с наступающим праздником Днем Победы народ Абхазии. В рамках встречи президент ответил на все вопросы, интересующие добровольцев. Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в республику Адыгея 10 сентября. Гостей встретил премьер-министр Азнаур Керашев. В Майкопе президент Аслан Бжания и глава Адыгея Мурат Кумпилов встретились с добровольцами, участниками Отечественной войны народа Абхазии. Открывая встречу, Мурат Кумпилов подчеркнул, что между Абхазией и Адыгеей сложились братские отношения, и республика этим дорожит. С большим удовольствием приветствуем сегодня на территории республики Аслана Георгиевича. У нас здесь кровные узы, братские отношения с республикой Абхазия. Мы этим дорожим. Отношения, они складывались очень давно. И наша задача – это укреплять и развивать. Сегодня мы рады, что с нами Аслан Георгиевич,
в городе Майкопе, в республике Адыгея. Аслан Бжания выразил благодарность добровольцам, отметив, что народ Абхазии чтит и помнит их самоотверженный подвиг. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Несколько дней уже как нахожусь здесь, на Северном Кавказе, и решил для себя обязательно заехать к вам. Здесь тоже очень важное мероприятие. Поздравить Мурата Рабиевича, заодно познакомиться с вами и выразить слова благодарности за тот подвиг, который вы совершили во имя нашего братства, во имя сохранения. А вопрос стоял именно так, быть или не быть абхазскому народу. И вы, как доводится братьям, встали рядом, и этот поступок, эти действия навсегда останутся в памяти народа Абхазии, и мы предпринимаем необходимые усилия для того, чтобы эту память передать будущим поколениям. Понимаю, что в жизни есть разные аспекты, конечно же, есть вопросы нерешенные, есть проблемы у наших добровольцев. Я призываю сегодня нам открыто, обстоятельно пообщаться. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Собственно говоря, поэтому я пришел к вам на эту встречу. Еще раз хочу вас всех поблагодарить и пожелать каждому из вас здоровья, каждому из вас успехов, и чтобы вы знали, что Абхазия – это ваш родной дом, вас там всегда ждут, и ваш подвиг в сердцах абхазов бессмертен. Спасибо за то, что вы есть. Добровольцы поблагодарили президента за оказанное внимание и отметили, что они не могли не прийти на помощь братскому народу в тяжелые минуты. Мы по зову сердца приехали в Абхазию. Мы не могли смотреть, как истребляли абхазский народ, так как были уверены в том, что именно каждый из нас должен находиться рядом с абхазским народом. Мы вместе сражались и рассчитываем на то, что с вашим именем, Аслан Георгиевич, будет связано благополучие и процветание нашей братской Абхазии. Мы будем всегда рядом и надеемся на совместное сотрудничество наших братских республик. Хотим также выразить благодарность вам, Аслан Георгиевич, за оказанное внимание добровольцам. Несмотря на пандемию, вы оказали нам большую помощь, нашему добровольцу. Очень вам благодарны за это. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет, успешной работы во имя процветания нашей Абсны. В рамках встречи депутат парламента Леонид Лакирбаев подчеркнул, что феномену добровольческого движения Отечественной войны народа Абхазии еще предстоит дать оценку. 30 лет прошло, 30 лет победы будет в следующем году. Ребята, к сожалению, уходят. Уходят свидетели тех многих событий, которые имели место. И это не находит своего отражения. Вот так достойно, как должно найти, не находит своего отражения. Я не буду говорить о киножанре, там, и даже о документальном, но у нас достаточное количество ученых и с нашей стороны, и с вашей стороны. Я это говорил еще на первом дне добровольцев в 2013 году. Есть феномен добровольческого движения. И мне кажется, он касается только Абхазии и никого больше. Вот только у нас могло быть такое, что ребята переходили через горы, и не было делений по конфессии. В одной группе шел, например, вот чеченцы ребята шли, наш абхазский православный священник Саша Бардадым, погибший московский поэт. Но нигде такого невозможно. И не было, я абсолютно уверен, что в современном мире нет аналогов. Да? Вот в чем феномен состоит этого добровольческого движения? К сожалению, наша наука чуть-чуть отодвинулась от этого вопроса, но он важен. И я бы очень хотел, вот, пользуясь присутствием здесь двух руководителей, да, очевидно, нужен небольшой такой административный тоже толчок, чтобы эта работа была задействована. Если мы ее начнем здесь, в Адыгее, в Абхазии, это будет и для других хорошим таким примером, чтобы ее найти. А сама борьба, она ведь не только вот автоматы, которые в руках держали ребята, та же Синана песня, она, сегодня ни одна свадьба абхазская, ни одно торжество не обходится без нее. Это тоже вот результат вот того, что было, и то, что нас сближало. И
конечно, мы в должной мере не отблагодарили, ну, я не знаю, как еще какое слово назвать, подвиг тех, кто его совершал. Да? И есть одно очень серьезное «но», которое надо преодолеть. В нашей столице должен быть памятник добровольцам в обязательном порядке. Значит, я сейчас занимаюсь благотворительным фондом «Помним», и мы помогли обустроить могилу Мусы Шанибова, президента Конфедерации народов Кавказа. Причем у нас позиция изначально была такая: естественно, власть готова была и поддержать, и оплатить это все, но мы постарались собрать народные деньги. И мы построили этот памятник на народные деньги ему на могиле. И я считаю, что мы готовы к тому, чтобы объявить этот новый сбор на, значит, проектирование и установку памятника добровольцев на народной основе. Потому что благодарный народ Абхазии должен зафиксировать свою благодарность в граните, в мраморе, я не знаю, на одной из площадей нашей столицы. Утром 11 сентября члены делегации во главе с Асланом Бжания возложили цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Далее президент и члены делегации приняли участие в инаугурации главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, избранного на второй срок. Торжественно клянусь многонациональному народу Адыгеи при исполнении полномочий главы Республики Адыгея соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Адыгея, уважать и защищать права человека и гражданина, добросовестно осуществлять возложенные на меня народом обязанности. На церемонии присутствовал первый президент Адыгеи Аслан Джаримов, который поддерживал Абхазию в сложные для нее времена. В церемонии инаугурации приняли участие депутаты Государственного совета Хосе Республики Адыгея и главы северокавказских республик. Аслан Бжания поздравил Мурата Кумпилова с переизбранием на столь ответственную должность. Уважаемый Мурат Карабиевич, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас с вступлением в должность главы Республики Адыгея. Вы являетесь опытным государственным деятелем, под чьим руководством Республика Адыгея достигла больших успехов в социально-экономическом развитии. Ваша энергия, неустанный труд, направленный на развитие Адыгеи, заслуживают искреннего уважения и любовь народа. Вас знают как мудрого политического деятеля и грамотного управленца. Уважаемый Мурат Карабиевич, я хотел бы особо отметить вашу деятельность, направленную на укрепление многовековых братских отношений между нашими народами. В этой связи должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья адыги встали на защиту Абхазии, были рядом с нами в сложнейшее время. Многие из них сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства. Народ Абхазии всегда будет это помнить. Сегодня перед руководством республики стоят серьезные задачи, и я уверен, что ваш профессионализм и авторитет послужат прочной основой для их успешного решения на благо дальнейшего процветания Республики Адыгея. Желаю вам, дорогой Мурат Карабиевич, успехов в вашей ответственной государственной деятельности на благо народа Адыгеи.
Председатель Верховного суда Абхазии Саида Будба подчеркнула, что визит в Северокавказские республики для нее очень важен, как для судьи, ведь это обмен опытом и сотрудничество, а с Адыгеей ее связывают особые воспоминания. Связи с братскими народами Северного Кавказа очень важны. А для меня это особо важно, потому что я большую часть своей жизни прожила в Адыгее. И приезд именно сюда, в эту республику, для меня очень волнителен. Потому что это не просто одна из республик Северного Кавказа. Это республика, в которой я выросла, училась, закончила школу, университет. И поэтому встреча с теми людьми, с которыми меня здесь свела судьба, для меня уже когда я приехала в качестве члена официальной делегации, очень значимый, волнительно. Кроме того, сейчас мы находимся на территории гостиничного комплекса Зихи, где мы здесь остановились. А это тот туристический комплекс, в котором жили первые беженцы из Абхазии. Вот Аслан Алиевич Джаримов, тогда будучи президентом, выделил всем нашим по воле судеб, оказавшись на территории республики Адыгея, абхазским беженцам, вот туристический комплекс. И вот мы здесь жили. Отдельная страница в истории – война в Абхазии. Добровольцы из Адыгеи одними из первых откликнулись и отправились на помощь братской республике. Президент Джаримов встречался с высшим руководством страны, всячески содействовал разрешению конфликта. И сейчас приехать именно здесь находиться – это очень, правда, волнительно. Мы должны возобновить все наши связи, которые были на разных уровнях. На образовательном, на культурном, на всех возможных. Потому что очень много специалистов, которые сейчас трудятся в Абхазии, их связывает с жизнью. Не только моя жизнь связана с Адыгеей. Очень много, которые закончили Адыгейский госуниверситет и занимают высокие должности в аппарате Кабинета министров, в министерствах, в ведомствах, в судейском сообществе. Есть те, которые закончили Адыгейский госуниверситет и учились здесь, у которых здесь есть связи. Мне кажется, вот эта связь, которая между нами есть на сегодняшний день, нужно, чтобы она не потерялась, а наоборот, она росла, крепла. И вот эти поездки, в том числе, я думаю, в этом смысле будут существенным вкладом в эти отношения. Я думаю, их можно продолжить в рамках образовательного процесса, связи между студентами. Очень много жителей Абхазии, очень много кто приезжали в Адыгею, в какие-то лагеря, я думаю, что горная легенда, я могу их называть множество. И самые теплые, я надеюсь, у них ощущения, воспоминания, они остались об Адыгее. Я хотела бы, чтобы на почве этой платформы вот эти воспоминаний, теплые отношения, которые у нас сложились в 90-е, 2000-е, что мы могли их продолжить. Я думаю, у нас очень хороший фундамент для того, чтобы все отношения уже не только на межличностном, но и на межгосударственном уровне тоже росли и крепли. Раньше, сразу после войны, и Адыгейский госуниверситет, и тогда Майкопский государственный технологический институт предоставлял возможные бюджетные места, и очень много абхазов, которые приехали сюда и учились, получили образование. Сейчас, может быть, их чуть меньше, но вот эта когорта выпускников адыгейских вузов, их очень много в Абхазии. Я очень рассчитываю, что их вот эти теплые ощущения, воспоминания об Адыгее будут выливаться в такие контакты уже рабочие. Те связи, которые у нас есть, я хотела бы, конечно, чтобы граждане, жители Адыгеи тоже прочувствовали, насколько они важны для нас. Сегодня в Адыгее немало студентов-абхазов. Саида Будба – одна из лучших выпускниц Адыгейского государственного университета. Отец Саиды Рушниевны был уполномоченным представителем Республики Абхазия в Республике Адыгея. Он внес большой вклад в укрепление отношений между народами Абхазии и Адыгеи. В Республике Адыгея есть общественная организация добровольческая. И правда, хотелось бы, чтобы они прочувствовали, что это очень ценно для нас. Визит абхазской делегации в республике Северного Кавказа завершился 12 сентября. Одним из самых важных его аспектов – встречи с добровольцами. Конечно же, вклад добровольцев в становление нашего государства, в победе в Отечественной войне народа Абхазии, он бесценен. Поэтому эти контакты, которые имеют место быть, они будут расширяться. Мы будем уделять большое внимание всем добровольцам. Есть вопросы, которые за это время нам удалось решить. Есть вопросы, которые мы не сумели решить. Я своими глазами все увидел, услышал наличие ряда проблем. И по приезду на родину, значит, мы дадим соответствующие поручения. Я дам поручение с тем, чтобы проблем было меньше. Это настоящие наши друзья, настоящие герои. И мы всегда будем их поддерживать. Всегда будем поддерживать этот дух, который был высоко поднят добровольцами у нас в Абхазии.
Действительно, как было сказано выше, феномену добровольческого движения в Абхазии еще предстоит дать оценку. На помощь Абхазии по зову сердца, по зову крови в одной группе шли представители разных национальностей и вероисповеданий. Среди них адыги, армяне, русские, осетины, казаки. Штаб Конфедерации народов Кавказа выражает глубокое соболезнование родным и близким, боевым друзьям погибших ребят. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В страну, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты, тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Гугуца Варданя, Саида Гухава, Абхазское телевидение.